Hayırlı gün, hürmetli okusular, terbiyesiler. Reспублika kemerinde ötkerilen Genç Seçenler konkursu buldu. Her bir ayında her maktabinde Akbulan'ın iradına arnalgan Genç Seçenler ödüllerinin sırışların ödülenler. Bu konkurs Töre rayon ilinde anan sonuna öttü. Hem 11. dekabrda Respублika kemerinde 12 Genç Seçenler haylap konkurs ötkerdік. Hem üniversitesi 12 dekabrda bildirdi ol uçalıqılı Nuraniya Veliyev. Balalar, miyake okusuları, miyake yedek kişileri, edbeketli kişiler. Çünkü ben bu münasebetler bütünde benim rayondan, benim avuldan bir küslü şarkısta sıkkanlar. Hem benim rayonumuzda Akbulan doğuğu hem yıl dayında bayramların ötkeriği. O bir şartlık, bir terbiyevi işe iyi. Çünkü münasebetinde oturan balalar tırnağa oturup, kuruyup oturup, Allah bunun kilesegine Ondan tüzüm otururlar. Balalarını okutup terbiyeler boyunca Miyake rayonunun etip oturgeninde Respublikamızın en aldığında rayonlarının biri. Yana kabinetler katarını avtobuslar aldırıp Nibuhala bütühüle hükümet yakınların işlerinde bizden okutuslardan, terbiyesilerden orası da motorlu okuturga ve okutuslardan tırışıp okuturga. Asıl buradan mağarip meselesine toplayayım. Okulları uğurlan, işleri uğurlan, bayramların. Наступит день, и журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьей окликая всех вас, кого оставил на земле. Светлой памяти Артура Шахидиновича Зорина, который безвременно оставил нас, посвящается этот вечер. Сегодня в первый раз мы будем говорить о нем в прошедшем времени. Но давайте представим, что он здесь, он с нами, в стенах своего горячо любимого колледжа, в котором он прошел путь от рядового преподавателя до директора. И первым, кто заметил вот эту руководящую жилку в молодом еще Артуре Шахидиновиче, был Сайфуллин Саид Бекмухамедович, в то время директор педагогического училища. Вечная ему память. Он дал Артуру Шахидиновичу путевку в жизнь. А сегодня нашим колледжем руководит сын Саида Бекмухамедовича, Сайфуллин Азамат Саидович, которого мы попросим открыть наш сегодняшний вечер. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые гости. Вот уж год, как с нами нет Артура Шахидиновича. Он оставил в жизни каждого из нас свой след, добрую память. Для нашего коллектива память о нем особо значима. Он проработал здесь 24 года, большую часть своей трудовой жизни. Он старался многое сделать, и с его именем связано много хороших, добрых и значимых дел. Он внес большой вклад в развитие нашего колледжа, и все коллеги очень с теплотой о нем отзываются. Сегодня в 12 часов мы провели во всех учебных корпусах линейки со студентами. Наши коллеги говорили о Артуре Шахидиновиче, о его жизненном пути, какой он был коллега, какой он был преподаватель, какой он был руководитель. Он был открытым, добрым, позитивным человеком. Он был оптимистом. Он жил открыто и честно.
И в нашей памяти он останется добрым и светлым. Спасибо всем, кто пришел сегодня к нам почтить его память. Сурин Артур Шайхетдинович родился 6 июня 1958 года в деревне Мало Арсангулова, Вазям Хайбулинского района. Учился в Абишевской средней школе. В 1980 году с отличием окончил агрономическое отделение Баймакского сельхозтехникума. В 1976-1978 годах Артур Шайхетдинович Сурин служил в армии. В 1980-1986 годах заочно учился на биологическом факультете Башкирского государственного университета. С марта 80 по август 81 работал учителем биологии и химии в Абишевской средней школе Хайбулинского района. С августа 81 по 90 год Сурин работает в Уфимском педучилище номер 2. С 92 года реорганизовано в Уфимский педколледж номер 2 воспитателем и преподавателем химии и биологии. В 90 году назначен заместителем директора по воспитательной работе. В 92 году заместителем директора по учебной работе. В августе 2001 года Сурин назначен директором колледжа. Под руководством Сурина на базе Уфимского педколледжа номер 2 с 92 года работает годичный подготовительный курс для учащихся сельских школ. Открыт музыкально-педагогический факультет Башгосуниверситета. С июля 2005 по март 2012 года Артур Сурин работал заместителем министра образования Республики Башкортостан. Вел большую работу по организации изучения башкирского и других родных языков, обеспечение учебно-методической и учебной литературой школ республики, по организации воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования и по развитию массового спорта среди молодежи республики. Артуром Суриным координируется и выполнение межправительственных соглашений между Министерством образования Республики Башкортостан и органами управления образованием 14 регионов Российской Федерации. За достигнутые успехи Артур Шайхетдинович награжден почетной грамотой Министерства народного образования в 1987 году, нагрудными знаками отличника образования Республики Башкортостан в 1992 году и почетный работник среднего профессионального образования в 2003 году. Ему присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан» в 1997 году. Уйлап караһаң, бына Артур Шайхетдинович шул хәтлек зур йөк үзенең иңендә тоткан икән. Шул хәтлек зур авыр эшләрне ул бына берничек тә шикләнмәенсә башкарып сыгарырга тырышты һәр вакыт. Ул бер дә ярты юлда тукталып кала торган кеше түгел иде. Һәм бүгенге көндә бына уның белән аралашу вакытларын, утырыштар, киңәшмәләр, сит регионнарда сыгыштарын тыңлаһаң, үзебезнең халык алдында төрле туган тел буенча, башкорт теле проблемалары буенча сыгыш яһарга туры килһә, мин һәр вакыт без бына Артур Шайхетдиновичтың тәкъдим итәргә тырыша торган, чөнки ул төпле белеме бар иде. Уның төпле туган телләр буенча һәм моны мәгариф системасында эшләгән, уның тормыш тәҗрибәһе, эш тәҗрибәһе бик бай. Һәм ул һәрбер кеше менән, уның яшенә карамаенча, ул өлкәнме, кечеме, уның нинди дәрәҗәле, ул барысы менән дә бер тигез аралаша торган иде. Халыкның язмышы өчен нык яна торган иде. Мәктәпләрнең киләсәге өчен нык борсыла торган иде. Һәм ул борсылу шул хәтлек ихлас иде. Уга ышанмай мөмкин түгел. Һәм бына бүгенге көндә без уйлап карайм да, бер ел вакыт үтә әле, мин уны безнең арала юк дип исәпләмәйм. Чөнки уның елмаюы, уның мәхәббәтлеге, уның киң күңеллелеге, асык якты йөзле булуы, ул бөтә яктан да үзенә тартып тора торган кеше. Һәм уның менә дуслары, тугандары, коллегалары күп булуына беркем дә аптырамайдыр дип уйлыйм. Шул хәтле күңеле бай, күңеле киң кешегә әлбиттә гомер озын булырга тиештер инде. Ул безгә туган һымак якын булды. Ул миңа агай һымак булды. Без командировкаларга сыга идек, мин уның шул хәтлек хатын-кызга матур мөнәсәбәтенә һокланып торган идем. Ул ситтә нинди генә проблемаларга тарымай, нинди генә уңайлыктар булмай. Менә без эшебез буенча беләбез бит инде. Шул вакытта менә ул безне хакларга тырыша инде. Без вакытында ашаганмы, вакытында безнең урыннарыбыз бармы? Уйыштыру эше ягынан да ул иң алдан үзе йөри торган иде. Шуга уның менән эшләүлә, яшәүлә рәхәт иде дип әйтәһем килә. Бына ошондый кешеләр күбрәк булган иде безнең арабызда. Ләкин иртә китмәһендер безнең араннан. Бөтен теләгем шул. Киләсәктә лә бергә ярдәмлашып, ошо булган бүгенге көндәге сыгып торган проблемаларны бергә хәл итәргә булһын. Артур якты истәлеге бездә һәр вакыт күңелдәрдә буласак, йөрәктә һакланасак.
һәм гаиләһенә түземлек, уңыштар, бөтәһе лә бына шу атаһының рухына тугры булырдар дип уйлыйм. Хәерле көн, хөрмәтле Пермь өлкәһе һәм туенда катнашучы хөрмәтле тугандар. Һеҙҙе барығыҙҙы ла Башҡортостан Республикаһы делегациясы менән ҡайнар ошо мөбәрәк байрам менән ҡотлайбыҙ. Алдағы тормошоғоҙҙа уңышлыҡтар, Пермь өлкәһендә халыҡтарҙың барлығына ла иҫән-һау матур йәшәүҙәрен теләп ҡалабыҙ һәм ошо байрамдар мөбәрәк юғары кимәлдә үтеүен теләйбеҙ. Бөтәбеҙгә йылы өләшергә, ашыҡтың һин төшөп йән тиргә. Изгелегең тейҙе бөтәбеҙгә, өлгөрмәнек рәхмәт әйтергә. Һин өлгөрҙөң ерҙә бөтәһенә алдан өлгөрҙөң. Шатлыҡтарың ихлас бүлештең һин, ҡайғылыға башлап йүгерҙең. Терәкһеҙгә терәк булып торҙоң, ярып әйттең ғәҙел һүҙеңде. Заманыңдың ыжғыр елдәренән йөрөмәнең бороп йөҙөңдө. Аҙаҡҡаса янып йәшәнең һин. Бер яугиры булдың был ерҙең. Һиңә күпме рәхмәт әйтәһе бар. Ә һин көтмәй китеп өлгөрҙөң. Вторым человеком, который сыграл в судьбе Артура Шайхетдиновича очень большую роль, был Рифкат Тимирбаевич Горданов, с которым Артур Шайхетдинович проработал много лет заместителем директора по учебной работе, и у которого он прошел большую школу руководителя. Слово Рифкат Тимирбаевич вам. Он заслуживал долгой жизни больше, чем, может быть, много из нас. Это был действительно и мужчина, и руководитель. Руководитель он все мог делать. Он все делал. Вот ему скажи, бывало, чтобы ты завтра до утра все это сделай. Он бы делал это, не останавливаясь все дальше. Это такой человек. Его все любили, все уважали. Я с ним работал сколько лет? 2. Где-то лет, наверное, 7, 6 или 6 лет, наверное, да. Я имею в виду здесь, в училище. Не говоря уже в министерстве. Между прочим, в министерстве. Вот, народ такой. Его использовали и остальные работники. Иногда там ведь разные есть и заместители. Они знали, что настоящие там работники, что пойдешь к Артуру, он все сделал. И все шли. Грузили его. У него не было привычки, он не мог отказать кому-либо. Поэтому, что я хочу? Спи спокойно, друг мой. Все будет нормально. Сейчас уж ничего назад не вернешь. Наша задача, чтобы не забывать семью, детей, жену и так далее. А вам всем спасибо, что с нами, вот, мы с вами делимся, говорим. Успехов вам. Работать. Спасибо. Работал честно, добросовестно, с присущей ему энергией, с полной самоотдачей. Чем и заслужил любовь и уважение в своем коллективе. И навсегда остался в их сердцах. Хәерле көн, кадерле дуслар. Артур Шайхетдин улының гаиләһе. Артур Шайхетдинович ошо дөньянан китеп баргас, бер ай үткәс, миңа бер бала бәләкәй генә фильм килтереп бирде. Ул бала
Шаурская Кристина Гафури районының Красноусөл касабасында торган һәм Артур Шәйхетдинович белән күп сараларда катнашкан бер бала. Ул шул фильмда бәләкәй генә фильмын нәмә дип атаган дип уйлыйбыз. Олыларның һәм балаларның тугры дусы. Старушка, память нас с тобой отправит во времена без боли и тоски. Пусть в сердцах наших память о друге живет. Он звездой обернется, что свет нам несет. Он росинкой на под ноги ляжет и травой прорастет молодой, говоря нам: я вечно живой, вечно живой. Память тихо сердце гложет, но я ее за это не виню. Она мне обрести тебя поможет в не для кого неведомом краю. Гел командировкаларда булдык. Һәр вакыт ул семья турында һөйләй торган иде. Һәм һоңгы көндәрендә лә Сәрвәр Рашид кызына телефон ала иде лә һөйләшә торган иде. Сәрвәр, һин кайттыңмы командировкадан? Ашаныңмы? Ял иттеңме? Исән-һау гына тор. Без хәзер кайтып китәбез ди торган иде. Шуның өчен Артур Шәйхетдиновичтың якты истәлеге булып, уның гаиләһе калды, уның балалары калды. Һәм Сәрвәр Рашидовна без һәр вакыт һеҙҙең менән. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Хәйерле көн, хөрмәтле укучылар, хөрмәтле укытыусылар, хөрмәтле жюри ағзалары һәм саҡырылған ҡунаҡтар. Ысынлап та, бөгөн Башҡортостан Республикаһында балалар өсөн дә, укытыусылар өсөн дә, ололар өсөн дә оло байрам. Без барыбыҙ да яратып көтөп алған Урал батыр эпосын яттан ятлау конкурсында быйылғы йылда Туймазы ерендә осраштык һәм шуға барыбыҙ да бик шатбыҙ. Донъяның нимәһенә генә ҡарамаҫтан, был конкурс дауам итәсәк һәм ысынлап та йылдан-йыл йәштәрҙең күберәк ҡатнашыуҙары беҙҙе бик ҡыуандыра. Яңыраҡ ҡына Сибай ҡалаһында ҙур фәнни-ғилмани конференция булып үтте. Һәм ошо халыҡ-ара конференцияның тулыһынса Урал батыр эпосына бағышланыуы һәм ошо конференцияла бик күп илдәрҙән ғалимдәрҙең ҡатнашыуы быға бик ҙур дәлил. Хөрмәтле ҡатнашыусылар, хөрмәтле уҡыусылар, һеҙгә Мәғариф министрлығы яғынан үҙемдең исемдән матур итеп сығыш яһарға теләйем. Хоҙай Тәғәлә тел асҡысы бирһен. Бына бит тәбиғәт тә күреп тора. Беҙ ҡайҙан, шул райондан тип әйтерлек итеп алғыҙы теләр инем. Ни булғас, барығыҙ ла ысынлы байрам менән, байрамдар мөбәрәк булһын, бөтәһе лә изге булһын. Байрам менән. Абруйлы жюри эпосты ятлаган 56 сығыш яһаусының араһынан айырыуса оҫта һәм тулы һөйләгән ҡобайырсыларҙы билдәләй. Еңеүселәр араһында Учаланан Әлмирә Заһидуллина, Сибайҙан Әлиә Әминева, Баймаҡтан Ильяс Дауытбаев, Илештән Лиана Ғәлиуллина, Әбйәлилдән Дәүләт Сафин, Күмертауҙан Инсаф Йәмилев, Туймазынан Айдар Камаловтар алға сыға. Ә Гран-при бүләгенә Хәйбулла районы Әбеш мәктәбе уҡыусыһы Ғәзиз Ишмөхәмәтов лайыҡ була. Күрҙегеҙ барын күҙ менән, һыу уртлаган ауылыма, һөйөүҙәр тулды яу менән. Йөрәгемде телделәр, ҡулдан көстө алдылар. Уландарым, һеҙгә әйтәм, тыңлайым һиңә әйтәм. Ир арыҫлан булһаң да, батыр беләкле тауһаң да, илегә йөрөп ил күрмәй, тубығыңдан ҡан китмәй, йөрәгең батыр булмаҫ. Яуызға юлдаш булмағыҙ, кәңәшһеҙ эш ҡылмағыҙ. Мин нәрсәгән ерләрҙә кешегә байман табығыҙ. И ох, мне все же
Вот это люди, с которыми Артур Шайхетдинович, который проработал в нашем колледже 24 года, и последние годы он работал в должности директора колледжа, с которыми он работал. Это люди, которые были его опорой, люди, которые были его единомышленниками. Я не могу не назвать еще одного человека, которого, к сожалению, уже в мире ином. Это Игорь Алексеевич Будунов, который тоже многие-многие годы работал с Артуром Шайхетдиновичем. Я хотела сказать, что мы при жизни, может быть, не успели ему сказать, что так мы его любим, потому что так быстро ушел. Но я хотела вам, вот мне пришло, я очень счастлива, что в свое время успела написать статью в Хайбулинскую газету, районную газету, так и называется «Славный сын Хайбулинской земли». Это он очень эту статью воспринял положительно. Когда Черновек описала, он включил туда жену своими руками. Я тебе передам, Рашитовна, как он любовно о вас написал в этой статье. И при том, вот этой чудесной, роскошной фотокарточку он дал. И память ему, сегодня мы кланяемся перед этим человеком. И у меня только предложение. Надо думать об увековечении памяти этого замечательного человека. Я бы внесла 3 предложения. Вот внизу, который его руками создан музей отличный. Это называется музей боевой славы. И там у нас ветеранов войны уже остается несколько человек. Я бы это рекомендовала бы назвать это музей боевой и трудовой славы. И там надо включить вот этих славных людей. В основном ветераны, наверное, помнят, что это все-таки колледж 3 директора. Это Хусаинов, это Сайфуллин, это Сурин. Не надо забывать заслуги этих людей. И второе предложение хотела выносить. Я не знаю, как это делать. Все-таки славный сын Хайбулинской земли. Вот сидят тут из Хайбулинского района. Выносите предложение. На коллектив учителей, где он учился, выносите перед администрацией Хайбулинского района о присвоении имя этого замечательного человека, где он учился в школе. Он вас любил, оберегал. Я знаю, мы общались в семейном плане. Любил своих родителей, любил своих детей. Будьте достойны сыновья его памяти. Сарваль, я передаю вот это все статьи, которые он любезно оставил у меня. Еще раз спасибо. Мне посчастливилось под его руководством поработать в этом учебном заведении 10 лет. Артур Шайхетдинович сочетал в себе качество ответственного руководителя и человека с доброй душой и открытым сердцем. Он всей душой любил свое дело и всецело отдавался ему. Неоценим вклад Артура Шайхетдиновича в развитие Уфимского педагогического колледжа номер 2. Благодаря его руководству модернизировалась материальная база, обновлялось содержание образования. Его человеколюбие хватало на всех. Он одинаково почитал и мудрость, и ценил молодость. Именно таким мы его помним. И он всегда был и остается образцом служения делу и людям. Путь его, становление его жизни прошла в стенах этого колледжа. При нем колледж гремел, свистел и вообще был известен во всей республике. Все, что происходило здесь, это всегда часть образовательного процесса. Это не просто чистый госстандарт, о котором мы говорим. Допустим, он внедрил компьютерную технологию музыки, которой в госстандарте не было, сейчас это есть. Наш танцевальный ансамбль гремел по всей Уфе, Яшлик, знаменитый танец, наши ветераны помнят, да, когда они выходили в коллективный танец, Азамат назывался, все его ждали этого танца. Занимал всегда первое место среди СУЗов республики. Наши фольклорные группы
тоже гремели по всему городу. Это не концертные группы, это наши студенты, которые совершенствовали свой образовательный уровень в этом направлении. Русская фольклорная группа постоянно выезжала за рубеж. В общем, о чем это говорит? Это говорит о том, что человек постоянно находил в себе силы для того, чтобы идти вперед, находить в этом что-то. И его в этом отношении любили все студенты, особенно, наверное, более всего. Вот, выпускники появляются у нас, они всегда вспоминают, вот, как было здорово тогда. Ну, тогда, когда не учились, конечно. Он был замечательный товарищ и друг. Я по себе могу сказать таким образом. Значит, он помог мне, допустим, построить дом. Он замечательный рукодельник был. У него топор в руках играл. Что поставить, стропил поставить. Он мне закрыл фронтон. Я ему тоже помогал. Он сам сады своим детям выстроил своими руками и там прочее. То есть человек разносторонний, человек от земли, человек, который нашел в себе возможности для того, чтобы себя поставить на определенный уровень, да, образовательный и творческий, да, стать лидером нашего образования нашего республики, да, и в то же время никогда не поднимался от того уровня, когда он оставался для нас товарищем. Товарищ друг всегда. К нему всегда можно подойти по любому вопросу, и, как правило, он всегда находил возможность решить это дело таким образом, чтобы все было замечательно. И у него всегда было все замечательно. И вот то, что он ушел от нас. Так вот. Видимо, опять же, вернемся к той мысли, говорят, что Бог прибирает тех, кто ему нужнее. Об Артуре Хидиновиче говорить в прошедшем времени просто очень трудно. Трудно терять людей, товарищей, друзей, родных. И тем более труднее, когда уходят от нас те, которые моложе тебя. И тем более такие руководители, которые действительно очень много отдавали в народном образовании. Артур Шахинович вырос у нас, работал в общежитии, работал руководителем по хозяйственной части здесь, потом заместителем директора по воспитательной работе. Я был издан и по воспитательной, и по учебной. Потом разделили, он по воспитательной, мы с ним рядом сидели. Многому друг друга учились. Ну а потом, когда я уже ушел на преподавательскую работу, он стал заместителем директора по учебной работе, потом директором. И заметили, что действительно Артур Шахинович умеет руководить. И поэтому он работал руководителем уже в республиканском масштабе. По любому вопросу, когда обращались к Артуру Шахиновичу, всегда находили нужный ответ. Он умел браться за любое дело и доводить дело до конца. Вот таких бы людей побольше. Тогда бы и просвещение было лучше. Ну, светлая память ему. Сарвар Рашидовна, всего вам хорошего. Достойная смена растет. Думаю, что все будет у них нормально. Уважаемые гости, я думаю, что как же мне повезло. Думаю, что многие разделяют такое мнение, что в моей жизни был такой славный человек, как Артур Шахидинович Сурин. Я ловлю себя на мысли, что говоря о нем и дома, в семье, где бы то ни было, я все время говорю: наш Артур Шахидинович, наш Артур Шахидинович. Почему так? Потому что для нас он близкий, родной человек. Действительно посчастливилось работать под его началом. Действительно, все, что мы умеем как руководители, это от него, это благодаря ему. При этом человек, он был удивительно сдержанный, удивительно спокойный, ну, без каких-то, может быть, призывов каких-то громких. Но он доверял нам очень. И хотелось, и мы работали вот, ну, под девизом «не подвести Артура Шахидиновича». И я думаю, что он еще одну фразу повторял нам очень часто. Мы команда, мы должны быть едиными. И вот это было счастливое, уже назвали дела, какие были в это время, счастливое, дерзновенное время, когда мы благодаря ему действительно чувствовали, ощущали себя командой, действовали заодно и развивались. И только он так мог, ну, поручить что-то, что хотелось это выполнить. Только он мог так отблагодарить,
что хотел сделать еще лучше, больше. И даже после того, как он ушел от нас в министерство, я помню, когда у нас были большие достижения наших студентов, где-то на конкурсах всероссийских, международных, мы шли к нему не для того, чтобы получить там, ну, какие-то грамоты там и так далее, какие-то дивиденды материального толка, а шли, чтобы увидеть в его глазах слезы, вы знаете, была у него такая манера. Шли, чтобы он приложил руку к сердцу, и, ну, этот жест незабываемый. Когда мы с коллегами совсем недавно на днях обсуждали на ПЦК нашем общеобразовательных дисциплин, вдруг все стали говорить, что ко мне он особо относился, ко мне, и так одна, вторая, третья, четвертый, пятый. И сами потом пришли к выводу, что в его большом сердце всем нам было место. И он действительно, вот, наверное, не зря он получал агрономическую специальность, на биологическом факультете учился, и потом был прекрасным садоводом. В садах многих наших коллег растет малина от Артура Шайхетдиновича, сорт никто уже не знает, естественно, да. Вот какие-то такие моменты, когда и к людям он относился, наверное, как к растению. Растению для роста нужно тепло, свет, забота. И вот все это он проявлял по отношению к каждому из нас. Все тут вспоминают перед поездками какими-то, перед большими событиями. Деньги есть? Он спрашивал. К нему заходишь с проблемой. Деньги есть, и рука правая опускается в карман. Может быть, семья не всегда знала, что вот он готов всегда помочь, прийти на помощь. Мы жили в его сердце, я думаю. Теперь в наших сердцах всегда будет о нем вечная память. Я рада, что Артур Шайхетдинович для меня не только коллега, не только руководитель, но Якташ, как часто он ко мне обращался. Я хотела обратить ваше внимание только на одну прекрасную, самую, наверное, прекрасную черту любого руководителя. Это внимательное, доброе и очень заботливое отношение Артура Шайхетдиновича ко всем коллегам, ко всем преподавателям и ко всем студентам. И обобщая вот этот разговор о нем, воспоминания, хочу сказать о том, что именно благодаря Артуру Шайхетдиновичу многие преподаватели нашего учебного заведения стали отличниками образования Республики Башкортостан, заслуженными учителями Республики Башкортостан. Я тоже благодаря ему стала и заслуженным учителем и Российской Федерации, и Республики Башкортостан. О чем это говорит? Он умел увидеть и оценить работу любого преподавателя. Светлую память о нем мы сохраним на долгие годы, а чувство гордости за такого руководителя мы передадим по наследству своим студентам, они придут своим ученикам. Именно об этом шел у нас разговор сегодня на линейках со студентами. В зале многие ветераны, которые работали с Артуром Шайхетдиновичем. Все мы его команда. Все, без исключения. Мы хотим с Саладом Мунировичем сегодня спеть одну из самых любимых песен. Вы ее все знаете. Он говорил: Альберт Хамидович, сегодня идем туда-то, споем обязательно вот эту песню. Булда-булга эль-мялюк.
яшілік, алитарлік, ұғанғыдыр жайда Аппақымеккәмейім, шатымеккәкянайымның қолдары, салауат бәрекеуді ауаға райондар. Аппақмеккәйім, шатымеккәкянайымның қолдары, салауат бәрекеуді ауаға райондары. Мне бы хотелось вот в этот момент предоставить слово одному из руководителей Министерства образования Республики Башкортостан, коллеге Артура Шайхетдиновича, Елены Викторовны Козловой. Огромный груз педагога, огромный груз руководителя, человека, который отвечал за самый сложный, я считаю, участок в системе образования. Это, во-первых, обездоленные дети, это дети-сироты, дети-инвалиды, эти детские дома. Это человек, это я уже говорю про министерство, за развитие системы национального образования, за воспитание граждан. Но Артур Шайхетдинович для меня это не просто коллега, это человек, на которого можно положиться. Это человек, который тебя защитит. Вот я смотрю на эту фотографию, она мне так нравится, она такая светлая. Вот это такой светлый человек. Вы знаете, он как-то встречал жену и внучку Заки Валиди Тагана, Эсенбеке Таган. Вы себе не представляете, мы приехали в район, я думаю, она женщина, надо ей помочь. Все-таки Артур Шайхетдинович мужчина. Мне не понадобилось помогать. Вот он ходил, он видит, что сейчас подул холодный ветер. Он где-то нашел в районе шаль, и на ее плечах уже лежала шаль. Вы знаете, нет уголка, где живут башкиры в России, в котором не побывал Артур Шайхетдинович. Значит, я не говорю про Челябинскую, Оренбургскую область, я про это не говорю, там Татарстан и другое. Это начиная, значит, там, где Салават погиб от Балдиска, кончая Ханты-Мансийск и так далее, везде. Значит, Артур Шайхетдинович, когда уезжал, всегда знали, все там будет нормально. Но когда он приезжал оттуда, он не говорил, там хорошо или плохо. Он всегда говорил, там не хватает книги, там уволили преподавателя, там надо помочь тем-то, там пофамильно назовет, кто, зачем и почему. Вы знаете, я только одно могу сказать. Мы в неоплатном долгу перед ним, но перед моими глазами стоит еще одно. Мы его любим, мы его не просто помним, нам его не хватает. Нам не хватает его как коллеги. Мы ехали год назад в его родную деревню. Вот как-то мы выехали из Хайбулинского района, вы сами представляете, да? Это из Акьяра, да? Вы представляете себе, вот стояла гром в это время, гроза, гром. Идет проливной дождь, дворники не справляются. Иномарка машина идет просто вот впритык за другими машинами. Это самый-самый южный вот край республики, да? И вот вы представляете себе, идет, вот чем богата эта земля? Вначале медью, зеленая, потом красная, значит, вот это вот. И вдруг мы заезжаем в деревню, светло, солнце, и стоят люди со всей республики, начиная с Мечетлинского района, еще откуда-то, директора, зафраном, коллеги, с которыми они работали. Их не остановила ни гроза, ни разбитая дорога, ни проталины никакие, ни вот этот дождь проливной, да, на которых можно было проехать только действительно на джипах, да, ничего не остановило. Стоит вся республика, стоят односельчане, и светит солнце. Артур Шайхетдинович, если ты с нами, если ты нас слышишь, не просто светлая память о тебе, мы любим тебя. Это просто человек, который любил и уважал людей. Любил и уважал всех. И ко всем находил доброе слово. Так вот, пока мы сами следуем этому, он будет жить в наших сердцах. Мы всегда помним Артура Шайхетдиновича, мы всегда его любим, и светлая память о нем всегда будет жить. Человек, который смог передать частичку своего сердца всем, будет жить всегда. Лето прошло, цветы
втроем тоже были на похоронах в Хайбулинском районе. Шамиль Самигулович, Зульфия Бектимировна и я. Меня лично поразила та природа и та красота горной местности, которая взрастила такого замечательного человека. Деревню, в которой каждые двери были для нас открыты, кто приехал. Нас все принимали, спасибо односельчанам его. Где бы мы ни шли, нас зазывали к себе в дом. И я такой гостеприимства не встречала. Я человек из других мест, другой культуры. Я была поражена той красоте человеческих отношений, которую я там встретила. Говоря об Артуре Шайхетдиновиче, я с ним с 91-го года вместе в управлении, потому что все руководители, которые были во втором педагогическом колледже в мою бытность, больше доверяли Артуру, потому что он был молодой, напористый, очень часто он был вместо руководителя, и мы как-то всегда вместе отдыхали, вместе дела решали, ездили на проверки. И в этих проверках он был очень жестким, очень строгим и очень-очень справедливым, что на него никто не обижался. Сейчас Оборнадзор таких не делает нам замечаний, каких делал Артур Шайхетдинович тем, кого он проверял. Потому что сейчас есть нюансы другого порядка. А тогда мы все, правду матку только так резали друг другу в глаза и становились лучше. И это радует. Здесь присутствуют наши руководители и Нефтекамский, Кушнаренкова, и Салават. Хочу от всех нас сказать большое спасибо Артуру Шайхетдиновичу, что он был рядом с нами всегда и никого никогда не обидел, только обогатил своей добротой и справедливостью, душевностью, красотой. Это был настоящий мужчина. Мы с ним ездили в Москву, на ВДНХ, вместе пили пиво, замечательный Шкуватова, Шарафат Фатхулович был. И мы такие красивые места посещали. Тогда еще пиво нормальное было, не то, что сейчас. И так было здорово. И у нас фотографии есть Рашидовна. Я вам как-нибудь соберусь, это вам передам. То есть это был человек, которому было ничто человечески не чуждо. Вечна ему память. Будем помнить, не верится, что так рано уходят люди. Сгорают, конечно, те, кто горит всей душой на работе. 2011 год, за 4 месяца до смерти, он еще так замечательно говорит. В великих страданиях он проходил уже в это время свой жизненный путь, в великих страданиях. Я один раз к нему зашла в кабинет, он мне говорит: ты не представляешь, тот, кто не прожил ту боль, которую испытываю я, тот никогда не поймет, как это страшно, когда выпьешь глоток воды и лезешь на стенку. И он в это время еще работал, он в это время еще выезжал, он в это время еще держался. Но это достойно только великого мужества. Ну, я не знаю, как давал ему Всевышний силы для того, чтобы быть до конца на высоте. Вечная память Артура Шайхетдиновича, Сарвара Рашидовна. Здоровья вам и вашим близким, ребятишкам. Самая младшая, конечно, доченька, пусть она тоже в память о папе будет такой же красивой, как он, как мама. Hürmetli dostlar, sınıfta bugün Ulu Şahıs'ın Ulu Bayramı, 100 yıllık bayramına biz onun tuğan rayonunda, Gafur rayonunda yığılganбыз. Hem bizge Magarif Ministerliğine, okutuşlarga bu isim bik tanış, hem biz her vakitte Ulu rahmetimizi bildiremiz. Başkurt grammatikasına tüp negiz algısı Jalil Hayatullah Keyikbayev eli günde de өзінің oşu işlerinden hamanda okutuşlarda alga ögümle bara, hem onun yanına eserlerin yıldan yıl biz özümüzün okutu programmalarına indirip gelemiz. Hem balalarımızı okutuda, terbiyelebizde büyük dost indirisi bizim yaktaşımız hem herikemiz. Мен ойлаймын ушундай матур саралда барган убакытта, тербиелүү иштер алып барган убакытта артаманда Гафури районунда зор шахистер, товурдар, укырдар һәм улуу шахыс болуп өзүнүн районуна һәм Башкортстанга
хезмәт итәбез дигән өметләрдә калабыз. За 19 лет я курировал педагогические училища и прекрасно знал каждого директора, завуча этих учебных заведений. Я сразу предложил кандидатуру Артура Шайхутдиновича. Конечно, я ему оставил очень большое наследие. В министерстве было 10 отделов. Из этих 10 отделов я курировал 7 отделов. И один заместитель министра 2 отдела, и один заместитель 1 отдел. Но Артур Шайхутдинович, он был человек очень умный, мудрый. Всегда можно было с ним найти общего языка. И сегодня, когда уже собрались все друзья, хочется сказать Артуру Шайхутдиновичу, чтобы именно там ему было хорошо. Мизгелдердән тора яшәештәр. Тукта мизгел, һиңә таң калам. Гүзәл мизгел тиеп йырлай күңел, кабатланмас тиеп моңлана. Һәр мизгелгә мин шөкерҙәр кылам. Туган якка әсәйҙәргә кайтыу, яшьлек йырҙарына кайтыу бар.
Тармак имән кеүек тамыр яйып, туган җирдә сәскә ату бар, туган җирдә яшәп яту бар. Төрлебездә төрле язмыш ебе. Йомгак оса туган яктарда, осрашыгыз, күрешегез дустар, исәнлектә булган сактарда, Шишмә башы туган яктарда. Мизгелдәрдән тора яшәештәр. Тукта мизгел, һиңә таң калам, гүзәл мизгел тиеп йырлай күңел, кабатланмас тиеп моңлана. Һәр мизгелгә мин шөкерҙәр кылам. Ничто человеческое ему было не чуждо. Он имел огромной широты душу и огромных размеров сердца. И души его, и сердца его, любви его, уважения хватало на всех. Он не был материально богат, но он был богат духовно. Духовность эту привили ему его родители. И одной из составляющих духовности человека, как нам кажется, является чувство родства. Вот их у родителей было 10 человек. Вы представьте себе. И все 10 вышли в люди. И сегодня на нашем вечере памяти присутствуют родные и близкие Артура Шайхетдиновича. Из далекого Акьяра и Сибая приехали 3 родные сестры. Давайте их поприветствуем аплодисментами. И вот от лица родственников и близких слово имеет доктор технических наук, академик Горной Академии наук Эрнест Мирсаявович Юлбарисов. Его отзывчивость, его ум, его воспитание, эти человеческие качества могли зародиться только вот в таком большой такой семье. Дальше, вот работая в Уфе, он всех поднял, каждую сестру, каждого его, все они встали на ноги благодаря Артуру Шайхетдиновичу. Хайбулинская земля, она богата не только твердыми сортами пшеницы, как у нас это обычно подчеркивается, это очень хорошо. Она богата и недрами. Тут выросли такие замечательные профессионалы горного дела, как, допустим, профессор Ильшат Абдульманов, Ахмед Муталов, горняки. Здесь, в Хайбулинском районе, целая плеяда выдающихся педагогов. Наверное, если назвать только те, которые работали заместителями министра образования, ну, можно назвать Асланова, можно назвать Абдульманова Салавата Хусаиновича, директор Нигматуллин Хусаин, вот, и директоров от колледжа, да, Сайфуллиных там и так далее. Артур Шайхетдинович сравним вот с самородком Хайбулинского района, не только Хайбулинского района, самородок, который блистает в созвездии лучших сынов нашей республики. Установить стипендию имени Сурина. Стипендию имени Сурина лучшим ученикам колледжа. Проводить чтение имени Сурина или школу по профтехобразованию. Вечная ему память. Артур Шайхетдинович при всей своей занятости находил возможность для того, чтобы съездить на свою малую родину. И вот я всегда задумался, думаю, что же вот его так тянет туда. А потом пришел к выводу, что древо жизни, оно цветет и живет, если оно питается хорошими здоровыми корнями. Это первое. Второе. Там его отчий дом. И третье. Каким он был другом. Другом он был таким же, как и родственник. Он, если дружил, то отдавал себя этой дружбе без остатка.
Кадерле Артурдың туғандары, достары, мына бүгін мен зор рахмет айтып кетерінім Сәрвар Рашидовке, Азамат Саясетке, сонан бүтін педколледждің бүтін коллективына, соныки мына бұл кесені көптен күтіп алдық. Үткергес мына шул тиклем үткергес, біз шул тиклем шаппы, мына тыңлаған хайын тыңлаға келе Артур тұрағында. Бір сөйлеген өздерді шул тиклем мына ысын өңілден сөйлеп, кешілерге бүтәһінелі кімдер әйткен, зор рахмет етке келем. Артурды мен бәлеке саттанып білгенге көре, баласағынан интәуде оның кешелеклігі, мына кешеге болған ихтиварлығы оның ғайләһінен келелерді білем. Мұнда апахыл тұра, Әлфия деген. Әлфиядан он бала арасында ең үлкен малай ұл болды бетінде. Мына шул өзінің құстыларын, хіңлілерін қарап, өстерішерге ярдам етіп, былтыр біз мына Әлфия менен үйлесіп тұрғанда, оның атаһы Шейхетдин ағай ішлей тұрғайны силпа көрсетілі болып. Әбіші ұлын біләхек бетінде, әлек ұл болманы, ол Ақярға, Сибайға, башқа ердерге сағып кетті, қышқан особенно. Ол адыналар, ilk адыналар бойлап шында қайталмай өрей тұрған трактор менен. Оның үйді қарап тұрған ең үлкен ер кеше арасында мына Артур қалғас, бүтін дүния үйге шуның арқағында болды. Мұның шуның үстін, оның кешеге болған шундай ихтиварлығы, кешеліктілігі бірде аңлашылады білейін. Сонан мұнаның әбіште, өзем әбіштен 100 километр yıllık mektepке yürüp konular bitindi. Anam şu uzun klastaşları arasında büyük avroya dur. Hedelge mına şulay uzun klastaşları her vakti onun büyük dur ihtibar mınan haberde itke alalar. Мына вы сказали правильно. В прошлом году 1 апреля действительно такой гром был, сильный дождь был. Все тогда мы думали, что вот вся эта природа, весь его родная деревня, родной край прощается вот со своим сыном. Действительно, такое вот погодное явление для начала апреля, для 1 апреля, это вот редкое исключение. Это вот даже, наверное, истории никто и не помнит. Каждый день для него был последний. Мы как-то вот говорили же, он всегда помогал не только по работе, а вот по хозяйственным делам. Мы как-то вот у меня колоду, если что-то копали, вот Мансур знает. И вот дождь пошел, мы работаем, с утра начали и ночью, следующего до утра работали. Артур, я говорю, давай остановимся, давай отдохнем, завтра есть время. Он говорит, завтра будет поздно, сегодня, говорит, надо это вот закончить эту работу. Он так и жил по всей своей жизни, чтобы день для него был последний. Хочу вот сказать, Артур, он будет жив до тех пор, когда его память будет в наших сердцах. Спасибо. Hürmetli якташтар, hürmetli тугандар төйдерге болайында. Артур Шәйхетдинов безнең өчен ул Хайбулат сеңген районысы халкы гына түгел, якын, ул якын безнең Күрсен районы халкысында. Чөнки ул безнең кебебез була, ул безнең гиднәбез була бүгенгә. Безнең халык Күрсен районы халкын бик яратты һәм дә бүген дә ярата. Ә безнең моны үзебезнең алдагы тормыштагы эшебез, үткән тормыштагы эшебез, аның белән бик ныклы бәйле булды. Без моны умыртасылыкка шөгыльләнгән вакытта, төрле умырталыкларны Башкортстан буенча төзегән вакытта без шунда авырлык белән туры килде. Умыртасылар әз булды. Алар табулары бик кыен булды. Шул вакытта без очраштык, сөйләштек. Без әкәсе тормыштан уртаһына башлаганбыз икән дип. Аның башы мәктәптә икән дип, шундай фикергә килдек. Һәм дә бергәләп уйлап, бөтен Башкортстан буенча умыртасылар, яшь умыртасылар мәктәп укучы балалар арасында biz konkurslar оештыра башладык. Умыртасыларга бергәләп. Һәм бергәләп аларны кутланып, бергәләп аларга бүләкләр әзерләнеп бүгенге шул вакытта. Һәм дә һәр вакыт үзебезнең эшебез һәр вакыт бергә булды. Һәм шундай куәтле мотор эшләр эшләнәгәндә. Шуңа мин үземнең шундай рәхмәтлемен, шундай эргәмдә минең һәр вакыт шулай бергә эшләгән вакытта шундай якын дусым булды. Янәм булды дип әйтергә була бүгенгә. Һәм дә бәхетлеме шундай ысын, шундай горур мотор яктар
да туган шунда кеше булуга. Хайбулла районына килгәндә, Хайбулланың Әбеш авылында, аның өстән бер өлеше өчен булышлар яшәй ул авылда. Һәм дә безнең тамырлар ул Хайбулла якларына барып тоташкан. Шуга анда бәлки безнең дә анда туганлык бардыр, һәм тамырлар бәлки тоташканнардыр. Шуга алын тормышында нимә дип әйтмәсәм, күңелебездә һәрвакыт шулай истәлекле булып калсын, без онытмайык, һәм дә бүгенге планга алган такта ташы һәм башка эшләр буенча эшләребезне эшләйек һәм һәрвакыт бергә булайык. Зәйнәп Биешева, атаемдың васыяты. Кемдән генә калмай һай был дөнья, яхшы, яманды ла ер ала. Таш каялар, мәрмәр һарайдан да кайсак түбәләстәй ер кала. Көслемен дип шашынып кан куйганда, яшь куйганда бара бер ергә. Ер кендегемен дип лаф урганда, хая бер сак шул бер тар гүргә. Гомер кыска улым, мал, дан каума, ысыд уңыштарга һөенмә. Ахмак менән явыз батырам дип сыкыргадыр, һин көенмә. Мең яшәрдәй булып тырышып эшлә. Бер гөн торам дип кыл яхшылык. Ил күңелендә калган аманатың, таң сулпаны кеүек яктырып. Тауган ерде ярат. Ул бит һинең яшәү хуты биргән төягең. Тауган илде хакла. Үлгәндә лә үз ереңдә ятһын һөягең. Кеше йөзе менән йөзле булма. Кеше акылы менән көн итмә. Үзеңсә бул. Көнгә, төнгә карап, үз йөзеңде һич тә үзгәртмә. Кылык итмә, көсле эргәһенән бүрик халып биеп үтергә. Көссез каршыгында гайрәтләнеп, көслемен дип күсәк күтәрмә. Хәйлә, мәкер, ялган, гайбәт, яла бозык күңелдәргә хас булыр. Ундайдардан алыс булһаң гына йөзең якты, эшең хак булыр. Тура карап, үтә күреп атла. Ямандарга бирмә кулыңды. Изге ният ердә ятып калмай. Яхшы дәвам итер юлыңды. Чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Как стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разлиться и как руда пожертвовать собой. Но кто такой настоящий мужчина, определение дано уже достаточно давно. Это который посадил дерево, построил дом, вырастил сына. Артур Шайхетдинович блестяще решил эту задачу, но мы бы добавили еще одно качество, которое необходимо настоящему мужчине. Он должен найти свою единственную, предопределенную свыше половинку, которая бы стала для него спутницей жизни, верной подругой и надежным тылом. Артур Шайхетдинович и эту проблему решил блестяще. Сегодня здесь присутствует его супруга, очаровательная женщина, член Союза писателей Российской Федерации Башкортостан, член Союза журналистов Российской Федерации Республики Башкортостан, телеведущий, тележурналист, драматург, прекрасная женщина, прекрасная хозяйка и пивунья Сарвар Рашидовна. Мин Аллаһ Тәгалә алдында бик зур рәхмәтлемен. Шундай матур кеше менән мине кавыштырганына. Унан күп балалар тапканыма. Залда уның утыра апаһы, бер туган Әлфия апайбыз, ул бөтәбезне карап үстерде. Ике бәләкәй һеңлеһе. Ошо ике бәләкәй һеңлеһенә шуларның йортында булды ул һуңгы көннәрдә. Мин бик шатланам аларның шулай агаем дип каршы алып, аятлар укытып, оннан хушлашып, корбаннар салдырып, агаһының күңелен күргәннәрне һуңгы көннәрдә. Чөнки ул кайтырга теләне, мин кайткым килә уйлап катыйнам. Әни өчен кайткыга килә, чөнки ул бик әсәһен хагында. Гомумән менә ир баланы әсәһенә карата мөнәсәбәттән белеп була кем икәнен. Мин Артур менән танышкач та, гомумән үзара һөйләшә башлагач, әсәһе турында һөйләгәндә, минең әсәем етем генә бер хатын инде, тине лә
ике күзе туп-тулы яшь булды. Мен шунда ук аңланым, мына шу беренче һөйләшкәндә ук, был әйбәт кеше бит. Был кешегә ышанырга була дип. Һәм һоңгы көннәргә хәтлем аның үзе булды, әсәм белмәһен ине. Бер gün бахала тыныс йоклаган дип, хәтта тормыштан киткән көндең иртәгеһенә генә әйттеләр әсәһенә. Менә шундай аяулы, игътибарлы кеше булган өчен мен гел хокландым, анан күп нәмәләргә өйрәндем. Һәм ошо зур гаиләгә килен булып төшеп, Вәзәмә авылына килен булып төшеп, мин бик күп яхшылык күрдем уйлактан. Чөнки кайным булды беренче балыксы, йырсы, һунарсы, шундай бай күңелле кеше. Бейем инде гомумән моны 10 бала табу аның тиктәскә түгел. Хугыш вакытында, ата хугышта әрәм булып, әсәһе 400 грамм иген өчен 5 балаһын менән тартып алып Магаданга һөрелә. Һәм шуңа 16 елдан һуңга кайта. 5 баланан ошо уртансы булган минем Хәдисә бейемем генә исән кала. Калгандары аслыктан кырыла. Менә ошо нидер бер Аллаһ Тәгаләнең мөҗизәһе менән генә турып калган бер бөртек башкорттан, менән башкорт кызынан ошо Хәдисә бейемемдән 10 бала табып, ул үзем яңгыз булгас, балаларым күбрәк булган, арулы булган дип тырышты инде. Һәм менә шундай матур һавак аның, балаларының кешелеклелеге, егәрлеге бөтенләй хас. Менә шундай әсиеләргә бала табырга мөмкин. Шундай әсиеләргә бала табырга кирәк. Чөнки алар балаларының балалары шулай кешелекле, тәрбияле. Кайтыр инем көндә, кайтыр инем, тәвәү тикән авылым ягына. Йырлар инем басып, улы егетең, бедерә талдар үтикән ярына. Аткан таңдар кабат, атмайдар шул. Аккан һудар кирегә акмайдар. Тыңлар инем андугасытар моңын, кәкүке моңын ябығы айдарда. Йөрер инем тәүге мөхәббәтем, сәскә атқан зәңгәр таударда. Атқан таңдар кабат, атмайдар шул. Аккан һудар кирегә акмайдар. Атқан таңдар кабат, атмайдар шул. Аккан һудар кирегә акмайдар. Вспоминайте меня весело, словом так, каким я был. Что ты, ива, ветви свесила? Или я недолюбил? Не хочу, чтоб грустным помнили. Я уйду под ветрочик. Только песни грусти полные мне дороже всех других. По земле ходил я в радости, я любил ее как Бог, и никто мне в этой малости отказать уже не мог. Все мое со мной останется, и со мной, и на земле. У кого-то сердце ранится на моем родном селе. Будут весны, будут зимы ли, запевайте песнь мою. Только я, мои любимые, с вами больше не спою. Что ты, ива, ветки свесила? Или я недолюбил? Вспоминайте меня весело, словом так, каким я был.
Thank you.